30-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на двух пешеходов, 36-летнюю женщину и 4-летнего ребенка, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал. Место дорожно-транспортного происшествия водитель в нарушении правил дорожного движения оставил, скорую медицинскую помощь не вызвал. На территории города Ижевска вводился план специальных мероприятий перехват, в ходе которого рядом полиции водитель был задержан и возвращен на место. По части 2 статьи 12.27 административного кодекса предусматривается наказание либо административного ареста на срок до 15 суток, либо лишение специального права управления на срок до 1 года. Переходили дорогу? Переходили на зеленый свет светофора по пешеходному переходу, соответственно. Где-то посередине дороги остановился большой автомобиль, как бы, да? И получается, что вот эта полоса-то была свободная, и он, не убедившись даже, что, видимо, там... То есть в соседней полосе автомобиль вас пропускал? Да, он пропустил, остановился. Мы дальше проходим. И автомобиль, вот этот такси Hyundai Solaris, он летел, даже не притормозил даже. То есть на какой скорости, видимо, с поворота вышел, что и... То есть удар пришелся и по ребенку, и по вам, да? Мы шли вот с ним таким образом, когда я, просто я вовремя, наверное, увидела. Среагировали вот так. На руки? Да, получилось, что ему... Ой, нет, вот так вот как-то. Получилось, что ему вот эту сторону, вот сюда куда-то попало. Водитель не остановился, не выходил? По ноге. Он даже скорость сбавил. То есть после того, как удар по вам пришелся, он спокойно уехал дальше, да? Уехал дальше, там. Все, спасибо, но я пока общаюсь. Давайте по обстоятельствам. Откуда, куда двигались? Двигался со стороны Советской, Орджоникидзе, прямо. Регулировщик стоял. Передо мной 3 машины ехали. Кто стоял? Регулировщик. На перекрестке? Да. Дальше. Светофоры, я не знаю, работали, и регулировщик стоял. Он показывал, что движение разрешено. Я ехал, передо мной 3 машины ехало. Все спокойно проехали, здесь много машин стояло, и из-за этого я не заметил. Не заметили пешеходов? Да. А то, что удар по ним пришелся, то, что мама ребенка из-под колеса вас успела на руки схватить, вырвать, тоже не заметили? Там не было удара, этот момент видели вы? Видел, но там не было. Подождите, еще раз. Момент, когда мама берет на руки ребенка, чтобы он у вас под колесами не оказался, вы видели? Нет, она его просто дернула за руку. Она его просто дернула. Какие действия вы предприняли? Остановился. Остановились? Да. Где? На перекрестке. И? Подошли, спросили, нужна ли помощь медицинская? Нет. Почему? Посмотрел, что ребенок жив-здоров, нормально все. А откуда вы знаете, если вы не выходили из автомобиля, что ребенок жив и здоров? Видел, потому что смотрел и видел. Хорошо, то есть дистанционно посмотрели, решили, что ребенок жив-здоров и все у него хорошо. Да. Дальше какие действия? Материли меня, машину пнули, я поехал дальше. Кто машину пнул? Девушка. Девушка машину пнула. То есть подтверждение, что вы контакт с ними имели и удар был, вы получили. Тем более, если вашу машину пнули. Почему на месте не остались? Я говорю, посмотрел, что все хорошо, и поехал дальше. То есть машину вашу пнули, это для вас все хорошо? Ладно, стаж водительский сколько у вас? 2009 года. 2009 года. О том, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия запрещено, вы знаете? Требования правил дорожного движения знаете? Или нет? Да. Или первый раз от меня слышите? Нет, знаю. Понятно, спасибо.